Скачок курса рубля и вспышка нового вида пневмонии стали причиной массовой скупки продовольствия по республике. Видеоролики с ажиотажем на рынках распространялись по всем страницам социальных сетей в Ингушетии. Сравнивали закупочную лихорадку жителей с Черной пятницей. Даже перед самым громким праздником Архаш торговля была спокойнее. Многих граждан подобный настрой людей пугает. Все начали задумываться о ценах. Практика показывает, что неожиданный рост спроса может вызвать резкий подъем цен на товары широкого потребления. Абсолютно беспокоиться здесь, причинять олха. Машина едет. От первой пачки шекер hakkacha 50 килограммов, краснодарский шекер 1400 рублей. В каком-то процентном отношении из-за доллара социальные связи напрямую. Но не с этой ситуацией. Нет, абсолютно нет. Но, как мы выяснили, ажиотажный спрос не повлиял на стоимость товаров. Скачок цен затронул лишь импортные продукты питания. Например, чай вырос в цене на 10%. Глава администрации прошелся по каждой точке торговых площадок. О необоснованном росте цен пока ни слова. Но вот и ценники у некоторых продавцов не обозначены на продуктах. Главное, во всех магазинах везде должны быть цены. И перепроверять. Вам всем перепроверять. Завышаются ли, не завышают, продают ли по этим ценам или нет. Это должно распространиться на все магазины, на все оптовые точки. Везде это должно. Предупрежден, значит защищен. Мероприятие нацелено на профилактическую беседу с предпринимателями. Каждому подробно объяснили, что и как надо делать. И дали предупреждение, что при следующем визите нарушителей прав потребителей будут наказывать соответствующим способом. Магазинов и оптовых точек, то здесь такого существенного повышения цен нет. А то, что касается рынков, вот там, да, вот частные предприниматели, они и на 50%, и на 70%, ну, тоже локально так, не все, а локально так, в некоторых точках. Но мы будем выявлять эти факты, и в случае выявления вплоть до закрытия магазинов и отъема лицензий. Сегодня наплыв покупателей в магазинах и на местных рынках заметно сократился. И в ближайшее время такая ситуация сохранит стабильность в течение нескольких недель. Пока люди, готовившиеся к апокалипсису, не истратят полностью свои запасы, поинтересоваться о росте цен в принципе не у кого. Правда, есть и те, кого массовый ажиотаж не коснулся. Нет. Оптовый, розничный магазин, рынок, Нет, нет, не почувствовала я нигде. Предприниматели торговых точек уверяют жителей, что проблемы с запасом продовольствия в торговых сетях нет. Также нет проблем с его завозом. Все объемы продуктов питания сегодня уже были восстановлены на опустевших прилавках. Макароны, рис, гречка, манка, пшенка, ясное солнышко. Все необходимое. Молоко, сахар, например, яйцо. Вот все это есть у нас в наличии. Цены прежние, абсолютно никаких проблем. Глава администрации города Назрань заверил, что проводить подобный мониторинг будут ежедневно, пока ситуация не урегулируется. Жители должны понимать, что карантин, под который попали все регионы России, связан не с выходом пандемии из-под контроля, а для предотвращения дальнейшего распространения вируса. У нас на сайте есть все телефоны мэрии. Любой житель города может обратиться по любому поводу необоснованного повышения цен. Здесь мы будем немедленно реагировать, подключать ИФАС и любые другие организации, чтобы этих фактов не было. Поэтому я бы призвал население тоже не волноваться насчет продуктов, не устраивать ажиотаж. Ситуация под контролем. Коронавируса у нас в республике ни одного факта обнаружения нету. Это искусственно такая нагнетаемая ситуация вот с этими продуктами. Хотелось бы призвать население города к спокойствию, что у нас никаких проблем ни с продуктами, ни с другой ситуацией. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Джамилел Тамасханов, Новости 24.